сосудом бегают эритроциты и лейкоциты. Встречаются и разговаривают между собой. Слушай, говорят, над нами есть Бог, человек по имени Человек. Ты видела когда-нибудь, это правда или нет? Слушай, ну давай побегаем, поищем. Да, давай убедимся. Разбежались. Снова встретились. Ну ты видел, что ли, этого Бога, человека? Нет, не видел. Ну, значит, нет этого человека. А сами бегают по его кровеносным сосудам. Друзья, это вот с Господом Богом, это то же самое происходит. Мы все внутри. Бог, Он везде. Как Ломоносов писал, разверзлась бездна звезд полна, звездам нет счета, бездне дна. Так и вот Он, Господь Бог. Физиками, я с научной точки зрения это обосновываю, физиками доказано, что у Земли есть энергоинформационное пространство. И любое зло, которое мы совершили, имеет определенную вибрацию и бумерангом по тебе же бьет. Аллах Тагаля узизляк табаул. Вот никого не проклинаю, кто мне делает какое-то зло, завидует, пытается там, попытается унизить, хотя это невозможно со мной сделать, да? Никого не проклинаю, потому что это бумерангом по тебе будет бить. Через некоторое время узнаю страшные события с этими людьми. Это Господь Бог, равновесие энергоинформационного пространства. Друзья мои, есть понятие аффирмация, создание некоего положительного, да, образа, момента. Есть наука, нейролингвистическое программирование. Значит, уважаемый очень Хазрет, вот это нейролингвистическое программирование нам с вами задал. И такая умиротворенность на душе. Друзья мои, вот я доктор наук, но у нас в семье, если впереди большое путешествие, кандидаты и доктора наук, мы садимся и читаем молитву, которую знаем. Я как-то такую мысль, сейчас мы все боремся, язык сохранить. Я говорю, друзья мои, мы в первую очередь должны думать о том, чтобы сохранить свою национальную самоидентификацию, наши, говорим, наши традиции, наш вот этот дух, Берзаман Берапайта Симлем, Татардер Синда мусульман нуры бар. Вот шул мусульман нурын, біз бітіні бізді сақлап, балқып тұрырға тиішміз. И представляете, мой сын, современный кандидат наук, да, и по-татарски толком не может говорить, да, но когда он рожал свою дочь, с сайта мечети, бин даже бельмедем, шундимем кинлик баран, с сайта мечети он на iPhone скачал молитву, и когда рожалась его дочь, да, так как только она родилась, на ухо дочери он с этого айфона зачитал эту молитву. Друзья мои, просто я была так благодарна. Это атмосфера семьи. И кияктан дажиден буон муллалар, еще в 18 веке мой прапрадед, да, уже совершал хадж. Сейчас не время об этом рассказывать, я не отнимаю у вас время. Прямо риваят, говорят, легенды вот эти сохранились, то есть реальные события обросли легендами. Как совершал хадж в 18 веке мой прапрадед, друзья мои, вот такие.